Перепись населения – это у нас как экзамен, да, мы к нему очень серьезно относимся. Нет у нас заседания штаба или с аксакалами, или, значит, с молодежью, чтобы мы не обсуждали этот вопрос. Чем отличается штаб от других организаций? У нас достаточно большая рассылка. У нас 3000-я рассылка в неделю, да, 3000-я. И вот в этих 3000-й рассылке 600 адресов у нас в Уфе. То есть не в Уфе, в Башкирии. Вот эти активисты, организации, мы с ними на связи в Уфе. Значит, мы туда регулярно выезжаем, мы с ними встречаемся, с татарами Уфы. Мы считаем не совсем, наверное, правильно предлагать какие-то юридические вопросы им, там шумиху какую-то создавать, вот эти вот противоборства. Просто тихо, спокойно заниматься разъяснительной работой среди татар. Да? Это нужно, значит, помогать, чем мы занимаемся, восстановление паспорта деревни, помогать родословную кому-то делать, значит, консультировать. И главное, это разъяснительная работа на местах, там, где они проживают. Вот. А публично с заявлениями, с лозунгами поднимать шум из этого делать не нужно. Вот. Мы, значит, вот в этой рассылке, потом, значит, мы сняли уже 20 роликов. Вот 20 роликов именно направленных на перепись населения. Вот, например, вы стоите на улице, едет красивая машина, едет не очень. Вы на красивую машину посмотрите, на некрасивую не очень. Да? Поэтому мы стараемся эти ролики сделать привлекательными, чтобы они как-то вот людей задуматься заставили, людей, значит, с друзьями поговорить на эту тему, да. И в Москве среди молодежи мы тоже занимаемся, конечно, разъяснительной работой. Должна быть каждодневная работа с племянниками, друзьями. Это сложный вопрос, он зависит от общественников, от нас, от нашей сейчас деятельности. Это для нас как экзамен, это наше ЕГЭ. Да, будем говорить. По итогам, значит, вот мы выпустили календарь. Это тоже к переписи населения. Мы выпустили его со словарем, такой календарь. Вот 5000 экземпляров нынче мы всем раздали общественным организациям. Мы отправили в ту же Уфу, вот 500 календарей. Здесь всем общественникам раздали. Самым, наверное, сложным, дорогостоящим, объемным проектом для штаба является, мы хотим вот накануне переписи как раз посвятить переписи, книгу выпустить, «Мряжагат». Это обращение к нации, обращение к будущим поколениям, к татарам, к соотечественникам. Значит, мы очень долго выбирали вот этих 100 человек в честь столетия Татарстана. Вот мы их выбрали в Москве, в Санкт-Петербурге, в Ижевске, значит, в Казани. Вот что такое татарская нация? Что такое татарский язык? Как его сохранить? Естественно, у нас есть стратегии, которые мы вместе с ВКТ приняли, но это уже называется стратегия в стратегии, что ли, или это, как говорят, выжимка. Вот эти люди на одной странице написали то, что к чему они пришли в течение всей своей жизни, да? Вот эти самые сокровенные, логичное, умное, предметное понимание вот этого вопроса, да? И вот эту книгу мы обязательно вот в течение лета мы ее будем распространять по общественным организациям. Их будет 10 000 пока. Потом мы будем будем видео делать и будем их переводить на, значит, латинский язык, да, по просьбе наших среднеазиатских республик. Вот эта книга, она будет настольной у всех людей, неравнодушных к татарской нации, людей думающих, людей анализирующих, людей переживающих за будущее поколение, за сохранение татарского языка, культуры. Вот эта вот книга
Мы очень верим в эту книгу. Она очень своевременна, она очень нужна. Она на все времена. На все времена. Вот. Поэтому, значит, мы пошли вот на этот проект, пошли на это вот количество 10 тысяч. Значит, я думаю, она как-то у очень многих людей, у тысяч людей, она переломит сознание, и точка отсчета будет другая после прочтения вот этих вот умозаключений этих 100 человек. Мы включили туда несколько патриотичных стихов. Эта книга заставит каждого татарина задуматься. Вот. Она будет, я думаю, обсуждаться в обществе. Потому что никто никогда на такой шаг не шел. На такое, значит, чтобы в одной книге поместить 100 человек, и именно эти 100 человек, они свое вот эти вот, значит, видение этого вопроса, поэтому вот это будет большой толчок в вопросе продвижения в рамках переписи населения. Конечно, вот эти вот ролики, и мы снимаем много видео. Значит, сейчас мы тоже усилили это направление культуры. Вот эти песни, концерты. Есть такое понятие привлекательность. Вот татарская культура, песни, фольклор должны быть привлекательны. Мы много сейчас сделали видео, значит, работ по немного не совсем традиционной музыке, нестандартной музыке. Это и рэп, и разные направления музыки, да. Любая музыка, если она востребована, она нужна. Или это рэп, или что-то, или вот «Узгариш Жиле» прекрасный проект, например. Поэтому это тоже вот перепись населения. Одним из удачных проектов, у нас же перепись населения перенеслась, одним из удачных проектов штаба татар, это была, значит, наша идея, когда 100-летие Татарстана, мы взяли 100 человек, которые наибольший вклад внесли в становление республики, и мы взяли у них интервью, у 100 человек. Вот как они видят становление, экономику, значит, обстановку в Татарстане. Да? И мы, конечно же, им задавали вопрос по переписи населения. Вот это вот известные люди, 100 человек, у них есть интервью по вопросу столетия республики. Потом, значит, большой акцент в штабе татар мы делаем на молодежь, на студентов. Вот у нас задача сейчас вот этот вот костяк не растерять летом, потому что у всех свои задачи. И, конечно же, вот у нас уже несколько лет очень удачно получается, что мы прямо с первого курса студентов вовлекаем в общественную жизнь, мы их распределяем по клубам, медики у нас, студенты ходят на Гиппократ, юристов мы отдельно собираем, значит, милли калям, журналистов отдельно собираем. Один из последних наших, вот самых последних проектов, который мы сейчас разрабатываем и который мы еще даже не знаем конечный его результат, но мы понимаем, что это очень важно сегодня. Вот я, значит, летел в самолете, Аэрофлот. В Аэрофлоте раздавали газеты, в районе 10 газет, наверное, и 5-6 журналов. Значит, это «Коммерсант», «Московский комсомолец», это, значит, «Аргументы, факты», журналы «Профиль», «Власть», там все такое вот. Я взял эти газеты, журналы и пролистал, и там не было ни в одном журнале, ни в одной газете, не было ни одного слова про татарскую нацию, про татарскую историю, про татарскую культуру, да. Вот. Были про Казахстан, там что-то упоминалось, Украину писали, Белоруссию, значит, про узбеков были там статьи. И вот мы пытаемся сейчас выйти в средствах массовой информации на федеральный уровень. Вот мы заключили с 10, значит, федеральными газетами, у нас сейчас договор о сотрудничестве.
И вот это продвижение татарской нации, культуры, достижений, значит, истории в средствах массовой информации федерального уровня, вот этим мы занимаемся сейчас. Вот. Поэтому вот у нас было 100-летие Рустема Яхина. Вот где об этом писали на федеральных каналах. Вот в прошлом году был фильм, значит, «Зулейха». Вот что-то, хоть и много критики, но все равно о нем писали, о нем говорили. Татарская нация, да, может быть, не в очень презентабельном свете выглядела, но это все равно был информационный повод. Мы это обсуждали. Вот. Поэтому вот такие вот поводы нужны. У нас же очень много достижений. Почему о татарской нации судят там Тюбетейка, Чакчак, Сабантуй? Ведь у нас огромное много ученых, художников, композиторов. У нас богатейшая история, да? У нас много каких-то героев своих, да? Вот. Почему это вот у нас, у людей должно быть поменяться сознание? Потому что татарская нация всегда стремилась к науке, к просвещению, значит, поэтому у нас было много медиков, научных деятелей во всех сферах жизни у нас, да. Татарская нация особо отличается своим трудолюбием, усердием, добиваться что-то, да, значит, целеустремленностью. Поэтому вот про это все на федеральном уровне татарская нация должным образом заслуженно не преподносится. Вот над этим мы сейчас уже несколько провели, значит, мероприятий, вот заключили договора с федеральными каналами. Мы вот как-то на это раньше не обращали внимания, будем говорить, да. Вот сейчас мы будем заниматься продвижением татарской культуры и языка, и там все это идет под ракурсом переписи населения. Переписи населения. Вот это тоже там все надо поднимать. И мы это уже начали. Вот мы этот вопрос начали в узбекской газете «Аргументы и факты» несколько раз, например. Мы, значит, в журнал «Женщина России» на той неделе. Мы это... Вот нас приглашали в Общественную палату. Мы там тоже поднимали этот вопрос. Вот, значит, поэтому вот это какое-то резервное направление, неохваченное направление. Вот в этом направлении мы собираемся действовать также.